Сейчас мы находимся у самого экологичного ресторана в городе Якутске «Зеленый город». Чем он экологичен, давайте узнаем вместе с нами. Добро пожаловать в наш ресторан «Зеленый город». Расскажите, пожалуйста, о ресторане подробнее. Да, давайте сначала пройдем за барную стойку, и я вам покажу, что такое компостирование пищевых отходов. Ирина, расскажите, что у вас здесь? Общеизвестно, что пищевые отходы занимают 30-40% объема свалки, поэтому мы решили начать именно с компостирования пищевых отходов. Тут у нас стоит бытовой компостер, и на кухне у нас еще 3 таких компостера. Все, что у нас образуется при процессе готовки, мы компостируем, и образуется такой питательный компост, который можно использовать потом для сельского хозяйства. Вместо бумажных салфеток мы используем многоразовые полотенца. Тогда дальше что вы делаете с этими полотенцами? У нас есть своя постирочная, там все стирается и гладится. Мы видим, что здесь у вас есть такая зеленая красивая стена. Можете подробнее рассказать о вашей зелени? Да, это гидропоника. Тут растут у нас различные растения на воде. И это все мы используем в своих блюдах. Вы прямо срываете вот с куста? Да, повара, баристы, они отсюда срывают, и на вашем столе оказывается свежая зелень. Самые популярные растения это у нас базилик, мята, у нас даже растет земляника своя. Это все растет круглый год. Когда взрослое растение оно отживает свое, мы заменяем их на молодые. Проращиваем мы у себя еще там есть зона для проращивания из семян. На первый взгляд это обычная игровая, но на самом деле она тоже экологичная, потому что мы собрали игрушки у всех моих друзей, знакомых, даже наши клиенты постоянно приносят старые игрушки, потому что у всех дома завал игрушек, и мы решили не покупать новые, тем самым хотя бы сократить оборот этих игрушек. Вообще все началось с эко-недели, которую мы провели в Скинтайме в апреле 2019 года. Мы предлагали покупателям отказаться от пакетов, принести эти батарейки взамен на скидки и еще отказываться от одноразовых стаканов. Если приходится своей тарой, то мы даем тоже скидку. И, к моему удивлению, люди очень хорошо это восприняли. У нас отказ от пакетов достиг 95%. И люди оказалось, что люди уже готовы и ждут этих инициатив. И вот эта вот одна всего неделя, она переросла в целое движение нашего города. И мне захотелось сделать такой проект, который бы стал примером экологичного бизнеса, потому что наш основной бизнес, он не совсем экологичный. И выбор пал на общепит, потому что общепит, считается таким самым мусоропроизводительным бизнесом. Вот. И кроме того, у нас концепция здорового питания, потому что я сама приверженница здорового питания, и мне сложно было есть где-то в городе. Поэтому родилась идея такого ресторана экологичного и еще с философией здоровой и вкусной еды. Вообще мы стараемся заменять все одноразовые предметы на многоразовые, в том числе трубочки. Это как обычные приборы, мы их моем, дезинфицируем, зато у нас намного меньше мусора. Также мы используем вот перекрашенные банки алюминиевые, это баночки из-под пюре, тем самым подчеркивая нашу философию. Да, вообще в декоре большую часть декора мы сделали сами. Вот эту бутылку я сделала сама. Мы перекрашиваем разные старые вещи. Это, например, банка из-под детского питания. И вообще философия Zero Waste – это стремление к минимизации отходов. То есть там есть несколько этапов, когда мы используем повторно что-то, стараемся уменьшать и не покупать лишнее. Да? Например, при закупе продуктов мы покупаем в больших упаковках, чтобы было меньше упаковки, либо вообще без упаковки. После ремонта мы собрали все наши банки из-под красок и так далее и сделали из них кашпо.
Ну, дома у нас все сортируется. Дети знают, что нельзя выкидывать, например, пластиковую бутылку в мусор, да, что бумага у нас есть специальные отсеки для бумаги, картона, пластика и так далее. Также я их учу, что не нужно совершать бездумных покупок, то есть, например, в магазине мы не покупаем просто там чипсы, конфетки, да, из-за того, что это не вредно, во-первых, во-вторых, это лишняя упаковка. Я считаю, что человек должен сам потихоньку к этому прийти. И самое такое хорошее решение – это посмотреть фильм. Очень рекомендую фильм «Мусор», либо «Обратная сторона моды», либо «2040» есть хороший фильм. И эти документалки, они очень хорошо перезагружают наше мышление. Потому что если мы раньше считали, что выкинуть мусор – это нормально, то сейчас мы понимаем, что это все поедет все равно на Вилюйский тракт и будет закопано в лесу. Да? И что от каждого из нас тоже много чего зависит. Мы перестали раздавать бесплатно пакеты. Мы их только продаем, и когда человек, ему нужно купить пакет, он уже задумывается, а нужно ли мне его покупать, и большинство покупательниц кладут покупки себе в сумку. Также у нас есть проект по переработке джинсы, мы собираем старые джинсы, и наша швея шьет различные изделия из них, например, такие поясные сумки. У нас есть договоренность с сообществом инвалидов города Якутска, и они нам шьют такие шоперы, бахилы многоразовые. Также вместо подарочных пакетов мы предлагаем купить сумки из старых баннеров. Совместно с нашей швеей мы разработали многоразовые прокладки. У нас есть такие красивые маски, которые я сама ношу. И даже фирменные чехлы для трубочек, это чтобы носить с собой свою трубочку и не брать пластиковую. Наша инициатива только расширяется. Мы проводим регулярно гаражную распродажу. Это когда ты приносишь свою надоевшую одежду, косметику, книги и покупаешь совсем недорого другие для тебя новые вещи. Таким образом, оборот вещей в обществе он уменьшается. То есть мы продаем друг другу. И на этих акциях мы собираем такие редкие фракции. Например, в субботу мы будем собирать зубные щетки и сами отправим их на переработку. И вообще в будущем мы планируем собирать упаковку от косметики. Спасибо вам, Ирина, за интересное интервью и за то, что делаете наш город экологичнее. А мы сами призываем всех жителей города Якутска делать шаг навстречу экологичности.